Приветствую, друзья! В Украине продолжаются бои. Сейчас самая жесткая ситуация развивается вокруг города Херсона, куда уже очень давно пытаются атаковать западные силы. Но тем не менее мы видим, судя по этой карте, особо продвижений каких-то внятных в этом направлении нет в последнее время. Мало того, сейчас оттуда эвакуируют мирное население и начинают формировать территориальную оборону. То есть даже если и самая жесткая атака натовских войск и пойдет, то тем не менее город сдавать явно не планируют с учетом таких действий. В это же время глава натовского главного управления разведкой Украины заявляет о том, что все-таки то, что происходило в последнее время вокруг Херсона, то это все спецоперация. И российские войска, мягко говоря, даже не собираются оттуда выходить, а наоборот накапливать необходимые силы для того, чтобы в одесское направление двигаться через Николаев. И если раньше мы видели, как вокруг Херсона разгоняли зраду о том, что Херсон планирует сдавать и так далее, то сейчас мы видим, что даже уже до западной разведки дошло, что Херсон, мягко говоря, не то что сдавать не планирует, а наоборот планирует развивать наступление в этом направлении. Как известно, сейчас на Херсонском направлении натовские войска терпят очень и очень серьезные потери, потому что в том направлении регулярно, практически каждый день, по несколько раз кидают в атаку, когда 100 человек, когда 200, когда 1000. Каждая такая атака, она, конечно, чревата очень серьезными потерями в людях и технике. И мы видим, что, скорее всего, задумка российского генштаба заключается в том, чтобы, конечно, нанести максимальное поражение атакующим войскам, а потом перейти в контрнаступление. Информации сейчас поступает с того региона крайне мало, с учетом того, что там практически полностью отсутствует уже интернет. Но тем не менее, с учетом тех крупиц данных, которые приходят, можно сделать вывод, что там в этом направлении будет очень скоро просто реально масштабное сражение. С учетом того, что последние несколько недель регулярных атак на Херсонском направлении не дали каких-то внятных результатов натовским войскам, мы видим, что все-таки в Пентагоне приняли решение развивать больше наступления на Запорожском направлении. На этой карте мы видим, как с Херсонского направления перебрасывают войска в район города Энергодар для того, чтобы попытать счастья в этом направлении. Также с учетом огромных потерь мы видим уже заявление от военкома Киева официальное о том, что мобилизация продолжится и повестку нужно ждать практически всем мужчинам призывного возраста. Мы видим, как западные страны все-таки решили идти по пути набора пушечного мяса в самой Украине внутри, потому что объективно наемники в Украину ехать, мягко говоря, в последнее время отказываются, потому что все-таки там сейчас идут такие боевые действия, на которые ехать просто страшно для большинства, даже за очень большие деньги. Сейчас западные страны поняли, что большинство их ЧВК это все-таки больше охранные структуры, и там люди просто не горят желанием ехать на реальную войну, где могут погибнуть. И здесь мы видим, что теперь выходит из ситуации просто дополнительной мобилизации. Для того, чтобы загнать больше пушечного мяса в вооруженные силы Зеленского, мы видим, как западные страны стараются обеспечить максимально жесткую безработицу в Украине, которая уже больше гораздо чем 30%. Именно поэтому сейчас западные страны могут давать любые деньги на продолжение боевых действий, но не давать ни копейки на восстановление реального сектора экономики для того, чтобы создавались новые рабочие места. В подтверждение моих слов можно, например, обратить внимание вот на эту новость о том, что в Одессе вышли моряки с протестом. А сейчас в Украине, чтобы выйти с протестом, это, знаете, очень рискованное дело, потому что, условно, сразу же на следующий день всем этим людям как минимум придет даже не одна повестка, а сразу 2 или 3, вместе с различными сотрудниками СБУ Зеленского. И сейчас мы видим, что даже несмотря на тотальные репрессии, на угрозу таких серьезных последствий, люди выходят и просто требуют, чтобы морякам дали возможность выехать на работу, потому что объективно в Украине сейчас работы нет от слова совсем. Именно поэтому крайне смешно смотрится заявление Укрэнерго о том, что Украина Зеленского будет покупать электричество у Евросоюза. И это не какая-то шутка, это реально официальное заявление энергокомпании Украины центральной.
Как известно, в Евросоюзе сейчас электроэнергия стоит просто бешеных денег, потому что там и в Италии, и в Германии, и во Франции там электричество подорожало на 100, на 200, на 300 и даже на 500%. И мы видим сейчас заявление о том, что в Европе будет Украина покупать электричество с учетом того, что денег реально нет даже на выплату зарплаты. И об этом признается конкретно уже не кто-нибудь, а премьер-министр Зеленского, который заявляет, что если Евросоюз и Соединенные Штаты Америки вдруг прекратят закачивать в Украину каждый месяц миллиарды долларов кредитов, то по факту государство рухнет в течение месяца, потому что зарплаты будет выплачивать просто нечем. Тем более, если просто анализировать даже открытые источники, то сейчас уже все вот эти военные кредиты, оружие и так далее, которых понадавали Украине Зеленского, то это уже около 100% украинского ВВП. И это только та информация, которая публичная, которая наверху. А что еще, как говорится, внизу этого айсберга, то вообще история умалчивает, потому что это просто секретная информация. И мы сейчас видим, что Украина настолько набрала долгов, что по факту каким-то образом физически даже их выплатить уже невозможно. А тем временем вооруженные силы Зеленского продолжают рассказывать про иранских инструкторов со стражи исламской революции, которые обучают русских военных. Теперь уже они не в Крыму, а теперь они уже по версии Генштаба ВСУ в Беларуси все это делают. Также напоминаю, что ко мне приходит очень много различной интересной информации, которую я не могу опубликовать здесь на YouTube, потому что тут есть масса ограничений, а вот в телеграм-канале их нет. Именно поэтому все самое интересное я публикую у себя в телеграм-канале. Ссылка на него в описании, первым комментарием под видео. Переходите, смотрите, подписывайтесь. Напоминаю, мой телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас делают много клонов, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. А тем временем мы видим уже, что министр обороны Российской Федерации Шойгу уже уведомил своих так называемых западных коллег о том, что все-таки Зеленский и вооруженные силы якобы его планируют реально провокацию с применением ядерного оружия, то есть грязной бомбы, которая заражает очень серьезно территорию. К сожалению, у режима Зеленского в наличии есть достаточно компонентов для того, чтобы производить вот такие грязные бомбы и повсеместно их использовать. И, конечно, западные страны об этом в курсе. И если вы помните, то еще несколько недель назад я открыто говорил о том, что западные страны готовят как раз такую провокацию. Но тогда я говорил про тактическое ядерное оружие. Видимо, за вот эти пару недель что-то поменялось. И западные страны все-таки решили вместо тактического ядерного оружия использовать вот такие вот грязные бомбы для того, чтобы не было их отпечатков пальцев на вот таких вот ядерных провокациях. В свою очередь, западные страны, конечно, заявили, что они тут ни при чем, и Зеленский ничего такого не планирует, потому что якобы, если бы Зеленский что-то такое планировал, то они бы знали. Тем не менее, эта реакция абсолютно очевидная и естественная, и, скорее всего, вот такие вот публичные заявления Шойгу, они как раз и нужны для того, чтобы предотвратить реально применение вот грязной вот этой вот бомбы для того, чтобы заражать территорию Украины. А в это время Международный валютный фонд, тот самый, который верой и правдой служит американской и европейской финансовой элите, заявил о том, что с учетом резкого повышения цен на энергоносители там, на и все остальное, то уровень жизни европейцев, знаете, он, конечно же, упадет. Но если брать вот цены, если брать траты вот этих домохозяйств, они посчитали там в своем МВФ, то все-таки они будут не такие значительные. Давайте почитаем. Расходы на проживание в европейских странах в связи с энергетическим кризисом возрастут в 2022 году на 7%, в будущем на 9%. И я уверен, что каждый европеец, который оплачивает свои коммунальные услуги и понимает, насколько у него все возросло, а там возросло и в 2, и в 3, и в 4 раза, он может просто, знаете, почитав этот отчет НВФ, усомниться в психическом здоровье всех вот этих аналитиков. Ну и, конечно, я думаю, что до большинства граждан Евросоюза начнет доходить, что такая структура, как МВФ и прочие, это все-таки инструмент именно международного олигархата, который сейчас работает именно для того, чтобы ввести европейцев в заблуждение. Но самое интересное ведь в другом. Европейцы прекрасно знают, насколько все увеличилось. И там явно никаких не 7 и не 9%, там 50-80%.
И поэтому здесь очень хорошо, что МВФ в своих отчетах вот так вот нагло в открытую врет прямо в глаза европейцам. Такой наглой ложью Международный валютный фонд, он просто сам себя дискредитирует, причем лучше любых реальных каких-то журналистских расследований. Но тем временем в Британии местная элита уже избрала себе новую говорящую голову, и теперь премьер-министром Британии будет Риши Сунак. По иронии судьбы, сейчас британцы надеются на представителя того народа, который британцы в свое время жестко угнетали и, конечно, зарабатывали. И теперь мы видим, что вот по иронии судьбы, как и в Америке с Бараком Обамой, мы видим, что и британская элита тоже решила, знаете, подучить одного из тех, которых раньше геноцидили, и посмотреть, как все-таки воспримут в Британии вот такое назначение. Тем временем с Ирландии приходят неутешительные новости для украинских беженцев, которым там пришлось жить просто на территории аэропорта, потому что объективно кончилось жилье, куда можно было заселять украинцев. И это сейчас очень серьезная проблема не только там в Ирландии, а и в других странах Евросоюза. А ведь все на самом деле только начинается, потому что вот уже премьер-министр Зеленского заявил, что Евросоюз ждет просто вот цунами из беженцев, потому что объективно никто не хочет оставаться без света в Украине, и нужно будет выезжать со страны. И, конечно, нужно будет все вот эти миллионы украинцев где-то расселять. Все это происходит на фоне того, что сейчас во многих странах еврозоны сокращают программы поддержки для украинских беженцев и отказывают в жилье и прочем. И здесь, конечно, ситуация очень и очень плохая. А тем временем на фоне всего этого в Киеве мы видим, что местные так называемые власти решили, знаете, заняться серьезным делом. И вот уже поддержали идею местных упоротых пещерных националистов уничтожить площадь Победы в Киеве. Это все происходит на фоне того, когда Россия запускает с космодромов там ракеты в космос, новые спутники выводит. Мы видим, что в Киеве просто процветает пещерный национализм. Как говорится, выводы делайте сами, и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там вам всегда можно гораздо больше интересной информации предоставить, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. До скорого!